Құрметті әріптестер, құрметті студенттер, бүгін ерекше қонақ келіп отыр. Грузиядан, уважаемые коллеги, уважаемые артисты, сегодня на нашем театре прекрасная встреча. У нас в гостях художественный руководитель Грузинского государственного театра имени Шотова Савелия, выдающийся театральный режиссер, народный артист СССР и Грузии, лауреат Государственной премии СССР России и Грузии Роберт Робертович Струа. И директор театра имени Шотова Савелия Гия Тюбзадзе. Асара, hoş geldiniz. Oyuncular, azamatlar. Сидим. Ortamızda Коватуран Бесов, режиссер, театрал, сразу зашел, когда он Роберт сразу говорит, к себе домой зашел. Это так и есть. Когда мы выезжаем куда-нибудь, когда заходим в театр, это наш. Это наш коллектив, основной молодые, 90% молодежь. Нас двое за 80, которые. А всякий здесь Савит? Нет. Савит нету. Который мы вместе закончим театральный институт. И вдвоем. Здесь самым молодым пришли сюда, и самым старым мы сейчас находимся. Так, такова жизнь, закон. Такова. Вот. Бұл кісілерді шақырып жатырмыз. Сіздермен кездесіп, жүз көрісіп, қандай заман жүріп жатыр. Екі ортада связь, екі театрдың гастроль мұнда, гастроль анда жасасақ деген ойымыз бар. Сонымен келесі әңгімелесіп жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан енді такому большому мастеру всегда спрос такой, требование большое. Где бы он ни был, везде ставил в основном в Москве и за границей шекспировские материалы. И также и у нас есть репертуар Шекспир. И кто такой Шекспир, не понимаем. Поэтому есть материалы и казахские, так, на уровне приблизительно Мухтаровоза, который его произведения в нашем репертуаре. Репертуар у нас разнообразный, обширный. Актеры у нас есть, образованные, будущие мастера. Ждем от них хорошие. Каждый раз говорим, есть примеры, которые, к великому сожалению, раньше было просто такой обмен. В Москву отправляли командировку, стажировку, да. Вот такого сейчас нету. Но вот ассоциация у нас сейчас, мы берем это, на самом деле, это, молодых, талантливых актеров отправлять и в Москву, и Грузию, и другие страны. Я сам несколько раз ходил в Москве, смотрел спектакли. Это мне просто на пользу пошло в свое время. Несколько раз, я 3 раза ходил в Москву, творческий командировка. Это помогает. Это есть. Поэтому сейчас я слово дам мастеру. С вами, с ними интересно. Мы с вами каждый день встречаемся, улыбаемся. Даже деремся. Ну, самое главное, находим общий язык.
Олег Петрович, пожалуйста. Дорогие мои, я, честно говоря, не знал, что я здесь должен выступать. Для меня это большой почет, что в Национальном театре Казахстана при таком человеке, как ваш друг, я должен что-то говорить. Это меня немножечко и смущает, радует, и в то же время, как нормальному человеку, я не знаю, что мне говорить. Поэтому, когда я спросил, что мне делать, он сказал: импровизируй. Я буду импровизировать, и не обижайтесь, если я буду не очень ловко рассказывать вам. И мне будет предпочтительно, если, когда я закончу, чтобы вы задали несколько вопросов. Я должен сказать, что я удивлен, что меня здесь знают. Я воспитывался в такой странной семье. Одновременно я из такой ортодоксальной большевистской семьи. Мой дедушка, Ланос Турова, по его рекомендации Сталина приняли в партию коммунистическую. Вы представляете, в какой семье я воспитывался? Все вокруг меня были такие отчаянные коммунисты. Только мой отец был художник. И я потом решил стать, видимо, генетика отца дала себя знать, и я стал режиссером. Я потом сказал, что эти гены политические все время во мне вибрируют. Я все мои спектакли в основном против диктатуры, против людей, которые несправедливы к своему народу, которые вершат судьбы и беззаконно они поступают со своим народом. И поэтому был момент, когда меня сказали, что уходить из театра надо. И как ваш великий человек, тоже вот 10 лет, оказывается, ушел из театра. Я 2 года. Да. И потом я вернулся, я так создал, называется 2 года свободы. Потому что я никогда не был так свободным, как в эти 2 года. Но к концу этих 2 годов я вдруг понял, что я вообще оказался эти 2 года совсем не свободным. Что свобода только в театре. Вот свободнее людей в мире нет. Вот в театре действительно, если ты найдешь себе какое-то место, а без этого не будешь свободным, то свобода именно здесь, в театре. И все нам завидуют, если вы обратили внимание. Иногда презирают, потому что они, актер, понимаете, режиссер с таким странным говорят. Но они завидуют, потому что еще в школе, если вы обратили внимание, то школьники всегда обожают того, что своего одноклассника, который может имитировать кого-то, играть все время. В мире не существует человека, который не хотел бы быть актером. Но потом родители, потом где-то талант, потом что-то произошло, и они изменяют своей мечте. И потом они всю свою несостоятельность вымещают на нас, злятся на нас, что мы до конца провели свою мечту, а они нет. И поэтому вот я недавно вспомнил, что однажды, когда я ставил в Германии спектакль, за Завлитом была одна женщина,
это были брежневские времена, ну, которые на меня все время говорили, что у вас нет свободы, что вы в тюрьме, что это у вас ужасно, права человека не соблюдаются и так далее, и так далее. И тут у меня возникла такая, как вроде афоризм. Я сказал ей, вы знаете, свобода рождается в тюрьме. И я должен сказать, что вот вся прелесть театра именно в том, что здесь люди, если не свободны, то это как-то исчезает очень много чего. Для меня театр, я уже 60 лет в театре, я учитываю те времена, когда мой педагог Туманишвили предложил, где будучи я его был студентом, и он так формально сказал, вот пойди и сделай эту сцену. Он стал какой-то спектакль и предложил двум влюбляющимся нашим актерам, чтобы я их сделал сцену. Мы как глаза полезли на лоб от ужаса. И вот с этого момента я считаю, что я уже в театре. Я что-то там сделал, достаточно безобразно, но, в общем-то, я с ним поработал. Есть вещи, которые нас не совсем хорошо понимают. То, что недавно я нашел такой афоризм, что нация предстает перед миром в одежде искусства. И вы знаете, когда ты встречаешь человека без хорошей одежды, сразу к нему портится, ну, так думаешь, ну, наверное, это заложено в нас. И если искусство – это одежда нации, то я бы хотел, чтобы наши сильные мира всего покупали бы хорошую одежду. И извините, что я сейчас перешел, может быть, на другую тему. Мне предлагают сейчас у вас поставить спектакль, давно еще в Астане мы были, но я должен сказать, что я не очень молод, в этом году мне исполняется 80 лет, но это черт с ним. Молодой. Нормально. Зато опыт. Да, и я просто очень поползен. Мне стало трудно ходить, потому что в 90-х годах, когда в Грузии не было света, не было, и были как раз морозы. Зимой я почему-то вот эти 90-е годы, я думаю, ну кому нужен театр? 3 войны Грузия испытала. Это сейчас далека, знаете, память делает странную вещь. Все, что произошло в прошлом, оно так переворачивает тебе, и тебе кажется, что это было очень интересно. Ты забываешь все плохое, что было в прошлом. Но мы сидели в холоде, вот у меня не было обогревающих приборов, и мне ставили какую-то странную лампу, которая грела. Актеров не было этих ламп. Они шли все к окну и грелись на этой лампе. Мне даже было неудобно быть в исключительных условиях. Я хочу сказать, что вот эти сложные годы мы поставили очень много спектаклей. И народ ходил. Вот я всегда думал, что есть такая латинская пословица, что когда говорят пушки, музы молчат. Но как ни странно, и народ ходил, и музы не молчали, и стреляли тоже. Все было вместе, и война, и музы, и народ ходил. Я хочу вам немного такую сентиментальную историю рассказать. Я поставил «Добрый человек из Цезуана» Брехта. И это был очень длинный спектакль. И
к концу спектакля, когда осталось так минут 15, вдруг погас свет. Гир вышел, наш директор вышел, он позвонил куда-то, он вышел на сцену и говорит, что, к сожалению, света не будет и надо расходиться. Зритель сказал, что пускай играйте, а в это время в объездах было темно, на улицах было темно, и все носили фонарики, свечки. И они все зажгли эти свечки, фонарики, и у кого были сильнее, их пустили к авансцене. Они осветили своими этими фонариками сцену, и в слезах и зрители, и актеры закончили спектакль. И они сразу вызвали, потому что звук тоже исчез. Это была одна из таких сильнейших впечатлений моего пребывания в театре. Вот это какая-то странная связь, потрясающая связь между зрителем и актерами. Сейчас у нас несколько спектаклей, которые я считаю интересными. И мы хотим сейчас эти спектакли повезти в Москву. Но до Москвы, наверное, мы привезем к вам. Мы в Астане сыграли пьесу «Мария Каллас. Урок». И есть еще пьеса Брехта, очень неизвестная и очень плохая, я бы сказал. Но мы как-то адаптировали ее. Это «Исключение и правила» называется в оригинале. Но мы, используя его же текст в этой пьесе, назвали «Узаконенное беззаконие». Немецкий театр есть? Идет. Ну, мы, в общем, ее как бы переписали немножко, учитывая, что авторские права уже прошли у Брехта, мы так исправились. Потом есть пьеса Тамаза Чиладзе, это грузинский поэт, который написал пьесу «Сезон охоты», такая типичная поэтическая пьеса. Ее вкратце рассказать, если это история девушки, которая не очень удачная актриса, и наконец она получила роль ввиду того, что драматург, который написал эту пьесу, ее любовник. И, видимо, он попросил худрука или режиссера, ей дали какую-то роль в этой пьесе. Это так, только фабула вот этой истории, но там у нее какие-то видения и так далее, это сложно даже пересказать. Фантасмагория на современную жизнь Грузии. Юлий Цезарь Шекспира, который мы кончаем на убийстве Цезаря. Дальше мы не пошли. И называется жанр отрывки из Юлия Цезаря. Когда он пишет Шекспир, Юлий Цезарь, отрывки. Недавно я поставил в Москве «Ревизора», где Хлестакова играет Калягин. Это вызывает у всех какое-то чувство перепуганное, глаза увеличиваются. И когда меня смотрят, как и ты тоже, да, в авангардисты отдался. Нет, Хлестакова. Нет, 75. Ну, мы так придумали, что это оправдано. И те, кто не очень хорошо знает пьесу, я убедился, что в России очень трудно с образованием. Потому что многие, я чувствую, зрители, что не знают сюжет пьесы. Я сейчас, они привозят сейчас в конце марта и 1 апреля они будут играть в Тбилиси.
этот спектакль. Если хотите, приезжайте, посмотрите. И у меня премьера 22-28, и заодно посмотрите премьеру. Только надо сейчас сказать, потому что билеты, кажется, билеты уже кончаются на ревизоре. Там премьера оставится. Ну, как это останется. Что еще мне вам сказать? Я должен сказать, поблагодарить Казахстан. Да, то, что Грузия очень сложная сейчас. Это страна красивая, аграрная. Все мало ископаемых. Поэтому трудно жить в Грузии. Были какие-то ископаемые, которые закончились. И поэтому Казахстан очень сделал много добра нам. Мы это можем не забыть. Сейчас я, когда была война, в 8 году, Осетийско-русская война, когда русские вошли, я вышел на улицу и встретился артист нашего театра. Я говорю, поедем, посмотрим, что происходит на войне. Он немножко перепугался, потому что у него машина была хорошая, Мерседес, но не было заднего хода. И в это время ходил мимо молодой режиссер. Я сказал, давай, стыдно сейчас перед грузинами, должны пойти хотя бы посмотреть. И мы выехали и оказались в самом пекле этой войны. Куда бы мы ни поехали, вот там и был основной удар. Мы поехали, у меня дом, дача на побережье около Потина. В конце концов мы оказались там. И там взрывали грузинские, там не было военных, у Грузии не было военных кораблей, взрывали сейдеры, какие-то катера. Потом мы поехали в Батум, и вот сейчас я к чему это рассказываю. И порт был казахи, чтобы навести порядки в порту, они приобрели этот порт. И там работал зять моего друга. И мы сидим у него дома, такое печальное застолье. В это время приходит этот зять. И вдруг он говорит, что сейчас казахи попросили, чтобы испекли хлеб. А я спросил, а почему? Ну, они идут, и должны хлебом и солью встречать. Ну, это не касается казахов, это, наверное, были грузины, которые тоже встречали хлебом и солью. Я должен сказать, что в этом мире очень жестоком и яростном. Всегда странно, почему люди так безжалостны друг к другу, почему они не могут уважать другие нации, других людей. Почему происходят такие события, которые беспокоят нормальных людей? На это, к сожалению, у меня нет ответа. Видимо, так устроена жизнь. И это будет длиться долго. Если посмотреть на историю человечества, то это, в общем-то, нормально. Вот когда Грузия вдруг, вы знаете, Грузия считала, что в Грузии хорошо живут. Не учитывалось иностранцами то, что грузин, когда принимает гостей, он может потратить все, что у него есть. Но скроет, что у него нет. И вдруг вот этот наступила резкая нищета в Грузии. И я видел женщин из очень таких интеллигентных кругов, они продавали свои какое-то фамильное
ложки, вилки, как это называется, серебро, какие-то странные предметы. Я думал, что, наверное, грузинам будет сложно, но нет, очень легко перенесли этот шок. Я вдруг понял, что это, видимо, все время было так. И генетическая память зафиксировала все это. И вот эти переходы, они не очень тебя с ума сводят. Первый раз, да, а потом ты вдруг понимаешь, что можно жить, жизнь и так сама по себе прекрасна. И когда 9 апреля мы были на гастролях в Софии, и вдруг это, ну вы знаете эту историю, кто-то не знает, да, сейчас не хочу вспоминать. В общем, армия использовала какие-то газы, разогнала демонстрацию, и погибли 21 девушка. Почему-то мальчики сбежали. И когда мы приехали в Тбилиси, мы все такие в ужасном состоянии. Вы понимаете, наверное, в каком мы состоянии. И тут, когда я побежал в дом, а у меня там стоял ЗАГС. Я тут вижу свадьбы, цветы, а на улице стоят военное положение. Ну, не танки, как это называется? БТР, да. И там свадьба, значит, я так вдруг, моя жена заплакала, я говорю, что ты плачешь, это значит, жизнь не кончилась. Люди еще любят друг друга, еще женятся. Так что будем все-таки быть с надеждой, потому что никогда не надо жаловаться. Сейчас тем более, когда квантовые, извините за сейчас, я хорошо знал математику и даже получил приз на Всесоюзной Олимпиаде математиков в Москве. И когда я вижу, что квантовая физика и механика говорят о чудесных вещах, которые ученые не знали, я хочу сказать, что то, что вы задумали, то, что вы, о чем вы мечтаете, не прекращайте с ними быть. И тогда все исполнится. Будьте здоровы и задайте 2-3 вопроса. И студенты, и актеры других театров, и педагоги, преподаватели, профессора, Академии искусств уже были, наверное, все думали, вы начинаете рассказывать, как вы ставите спектакли, когда я стал... Ну, вы понимаете, я не знаю, как я ставлю спектакль. Это будет сейчас ложно, если я что-то делаю. Это сложно, это смотреть надо, да. Так, есть вопросы, да? Давайте задаем вопросы, у кого есть. Сказали 2-3 вопроса. 2-3. Подготовили, нет? Нет, вы никого задали. Нет, это очень сложно. Я знаю, что вопросы задавать очень сложно. Меня поручили, педагог мой сказал, когда это перевод. Тулюби Аралбаев, наш заслуженный артист. На место есть Мухана Убаева. Мой место. По-русски. Вот я вас вижу впервые, да? Но о вашем творчестве мы уведомлены. Нам еще на школьных скамей говорили. На Кавказе есть Роберт Струа, в Азии Азербайджан Махмедов. Это великие люди. Конечно, мне вот на сцене, в которой вы сидите, мне пришлось соприкоснуться с грузинской драматургией. Это Резот Абакашвили «Поиска фантома». Оставил его ученик Азербайджана Мадич Ерик Асаров. Я вот так смотрю на вас, вы так похожи с Азербайджаном Мадичем. Да, Только через да. я почему думал в Грузии, а в Тбилиси, Баку, Урека. И вот
моему сожалению, когда я сказал своему гиду, хочу посмотреть Национальный театр, что-то вы все выйдет, и встретиться с вами. Ну, театр был, наверное, в отпуске. Вот мой вопрос вам. Перспектива национальных театров в Грузии. Перспектива театров и перспектива актеров. Спасибо. Ну, вы знаете, перспектива. Нам надо работать, делать спектакль и играть роли. Мы сами должны себе помочь. Мы не должны прекращать веру в наше искусство. Вот я могу такими общими фразами сказать. Ну, это или дано тебе. Но есть одна вещь. Если ты вошел в театр, да, уборщица, она уже не может уйти из театра. Да. Вот у нас много рабочих сцен, которые, ну, пришлось им уйти из-за не очень высоких зарплат. И они, когда встречаются, они встречаются как мои родственники, которые женились, куда-то уехали, и потом вдруг они встречаются как с близким человеком, с любым. И поэтому мы должны работать, нам ничего не остается другого. И всегда это делать честно и до конца. Я знаю, что в театрах всегда бывают сложности, но Станиславский мне очень недавно, я прочел такую его мысль. Он говорит, что если кто-то из актеров жалуется на то, что театр потерял свое лицо, что идейно художественный уровень театра резко понизился, не верьте ему, или ему не дали роль, или кто-то сыграл лучше, чем он. И это все на мелких обидах. И они сразу это переносят очень высокие слои. Говорят о том, что вот совсем не то, как было раньше и так далее. Поэтому надо всегда, ну, театр заставляет себя совершать какие-то жертвы по отношению к себе. И я, в общем-то, должен вам сказать, что когда я так иногда смотрю на молодых юношей, я думаю, вот сейчас перевернуться в этот возраст, не пойти в театральный институт, а пойти на физико-математический. Потому что это будет тупостью. Я очень счастлив, что я пришел в театр. Уравер, позвольте я тоже. На своем месте. Мой академический место. Я начинаю служить в театре с двери. И в дверь вхожу очень осторожно. Потому что это храм. Вот у меня такой вопрос. Вы сейчас очень доступно говорите, и очень правдиво, очень большим вторым планом, подтекстом, сожалением и гордостью. Вот в чем секрет? Вот советского периода режиссуры всегда главенствовал и сегодня главенствует режиссура в Грузии. Опередили русскую школу режиссуры. Вот в чем секрет? Вот этот, начинает обстановку. В чем секрет? Что у них в характере нации, в темпераменте, в знании или патриотизме? В чем величие вот такой победы? Патриотизм или дух, или самолюбие, или любовь ко всему, что происходит? Все, спасибо. Сам задаешь, сам отвечаешь. Сам задал, сам ответил. Нет, я не ответил. Я думаю, что да. Я считаю, что вообще люди театрального типа существа. Народ. Они не могут скучать, во-первых. Поэтому все акты рождения, свадьбы, любовь, смерть,
все это немножечко театрализовано. Ну, вспомните застолье. Ну, почему международные языки вошло слово «табада»? Что это придумать сложно, руководитель стола. Но грузинское застолье, кроме того, что руководитель, он еще должен быть остроумным, он должен иногда высказывать какие-то философские, может быть, иногда вызывающие улыбку у тебя мысли, потом должен обязательно знать хорошо поэзию. Это все немного возвышено. И я недавно, вот, позавчера прочел, что существует племя в Африке, и если у них очень необычные обычаи и традиции, если кто-то из этого племени совершит какой-то проступок, такой плохой, его берут, ставят в центр, окружают его наиболее здоровые люди, и в течение 2 лет напоминают ему все хорошее, что он сделал до этого поступка. 2 дня, 2 дня и ночи. Этот человек и не кормят, естественно. И он стоит и слушает, что он сделал хорошего. В грузинском застолье не существует, что о ком-то самом отвратительном человеке ты сказал бы плохое. Ты должен сказать что-то хорошее, но не придумаешь хорошее. Даже ты ищешь что-то, у него все равно окажется что-то, какой-то поступок, который оказался добрым. И песни — это ощущение праздника и то, что вокруг происходит, как вот, когда была война в Тбилиси, на окраине рестораны были заполнены, а люди приходили, чтобы смотреть, как война идет, как зрители. Вот это странное сочетание, они и зритель, грузин и зритель, и сам актер. Вот когда, почему у нас Чехов не идет? На грузинской сцене Чехов никак не получается. Я ставил Чехова, но я ставил в Англии 2 Чехова, Чайку и 3 сестры, с выдающимися английскими актерами. И я понял, что, знаете, очень, как только зрители видят, что сидят, пьют чай, долго беседуют. Ну, я сейчас беру традиционную постановку российского театра и забываю, что когда дядя Ваня бежит за своим уже неизвестно каким родственником и в него стреляет 2 раза и кричит, что я промахнулся, вы представляете, какие-то там страсти. Это как будто бы режиссеры и актеры это немножко смягчают, это превращают в какой-то быт. И поэтому грузины не любят, в общем, когда сцену идешь, почти телевизионная постановка. Если там нету какого-то, потому что пьеса, в конце концов, хороший драматург выбирает такое время для главных героев, где герои максимально должны выразить себя, как бы их жизнь находится в кульминации. Ну, взять греческую драматургию Шекспира. Там все так скомпоновано и такой концентрации, что там просто говорить не получается. Там надо все выложить. И свои актерские данные, и данные гражданские какие-то качества, и страсть. Ну, как-то это грузинам удается, мне кажется. Иногда это плохо выглядит, конечно, но это уже другой вопрос. Качество. Если я удовлетворил вас этим ответом.
Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые. Например, для меня интересно, кто, например, на данный момент в современном театральном искусстве для вас является, я бы не сказала авторитетом, а просто интересным режиссером? Во всем мире. Вы знаете, во всем мире режиссеры настолько стали необычными и настолько освободились, что иногда во мне это вызывает какое-то, думаю, это, во-первых, я видел, во-вторых, я читал, в-третьих, мне не хочется, чтобы очень уж искажали саму суть. Вот сейчас я смотрел на YouTube, и надо вам тоже посмотреть, это Фабра, замечательный режиссер, но он поставил трилогию по греческим пьесам. Сейчас я не знаю, как это называется пьеса, но все голые. Но это уже меня уже раздражает. И сейчас россияне тоже начали выпускать расценок голых. Ну и женщин голых я еще как-то могу вынести. Просто по своим физиологическим возможностям мужчин трудно. Но это режиссер замечательный, его надо посмотреть. Найдите в YouTube Фабр, Жан Фабр, внук известного энтомолога, который изучал насекомых. Есть какой-то у него и художник замечательный, у него была сейчас выставка в Эрмитаже, и там был скандал, потому что он использовал чучело животных, и ему приписали, что он убивал их и сам делал эти чучела. Сейчас почему-то начали бороться за какие-то люди, которые убивают других людей, очень заботятся о животных. И потом из российских режиссеров мне очень нравится, сейчас я забыл фамилию, который создал саунд-драму. Панков, да. Мне очень нравится, у него очень необычный взгляд на жизнь, и потом это использование музыки у него очень хорошо. Сейчас говорят, я не смотрел его последний спектакль, он поставил у Меньшикова в театре. Есть режиссеры, которые мне нравятся. Но я люблю, когда ты посмотришь спектакль режиссера, когда меня поздравляют режиссеры. Если они поздравляют меня так, о, как здорово, Роберт, я понимаю, что это не очень хороший спектакль. Вот мне нравится, когда меня поздравляют так, хороший спектакль. Я вижу, что его это задело, что это действительно хороший спектакль. Много хороших. И пускай люди не беспокоятся, что театр изменит своему назначению. Он просто находится в метаморфозе. Вот как, знаете, червяк тут седает копом. Так как я был как это называется? В коконе? А? В коконе? Из него бабочка выйдет? Да, в коконе, нет. Я был юным натуралистом в Пионерском дворце. Как это называется, я забыл. Имаго. Имаго. И я там изучал, мне дали этих червей шелковичных. И я кормил их, потом они превратились в коконы. Потом я начал светить, и оттуда вылезла бабочка. Не очень красивая, шелковичная, но оттуда иногда вылезают красавицы. Вот театр находится, если так грубо сказать, вот такой метаморфозе. Сейчас он кокон еще. Он наткнулся, он не может
делать то, что происходило раньше до него. И он как бы сейчас ищет себя, чтобы выйти в обновленном виде. Спасибо большое. Реке, один вопрос. Ладно. Так, что за профессия вот актер? В чем отличие, в чем величие? Шекспировским языком говорят, все люди актеры. А мы чем-то отличаемся, чем обычные люди, скажите мне? Чем мы обычно дышим, как и что за профессия? Ну, вы же знаете, все-таки задаете вопрос, который вы лучше меня можете ответить. Но я скажу, что актер – это не только человек, который произносит чужие слова, чужие очень хорошие слова. Между прочим, это тоже играет для актера очень важную роль. Найдите мне сейчас инженера, который произносил бы те слова, хотя бы шекспировские слова, которые вы произносите. И потом я думаю, что вот есть же великие артисты, они меняют мир, вот раз вчера говорил об этом, они меняют мир странным образом, у них ничего не остается. Фотографии, очень глупые театроведческие статьи, которые их ругали, когда они были живы, потом вдруг они начали их хвалить. И никак не могут мне объяснить хотя бы, вот, какой был актер Хорава. Хорошо, что я его видел. Я уже видел его в старости. Но я знаю, что Хорава сыграл какую-то роль. То, что мой народ, моя нация и те, кто его видели, что он изменил во мне. Вот если актер выходит на сцену, я слежу за сюжетом, гениально он играет, потом я возвращаюсь домой, и я замечаю, что что-то во мне видоизменилось. Может быть, мало, какая-то миллионная часть моя. Но если он очень грандиозный артист, немного больше. Потом это переходит к моим детям. Они уже не знают, откуда это у меня. Но актер это, вы знаете, я хочу сейчас уже под конец, потому что я должен еще болтать, прочесть одно стихотворение, скажем, это не стихотворение, а был такой очень известный французский режиссер и артист. И он пишет, что вот для того, чтобы почувствовать, как уходит время, ты должен прийти в театр. Когда в театре уже нет репетиции и еще нет спектакля, сцена пуста, зал перекрыт белыми материями, чтобы сохранить стулья от пыли. На сцене стоит дежурная лампа. Вот выйди на сцену, встань, закрой глаза и прислушайся. И если ты действительно хороший артист, ты почувствуешь, как мимо тебя проносится время. И ты даже почувствуешь дуновение этого пронесения времени. Вы знаете, мы находимся в таком месте, магическое, в конце концов, наша профессия. Поэтому немножко трудно объяснять. Но даже самый простой зритель поймет, вот это артист. Хотя профессионалам иногда трудно
точно определить. Ну, действительно, я сейчас сижу рядом с очень... Я читал его книгу, моя жена читала его мемуары, скажем так. И жизнь, которую прожил Альцгеймер в 20 веке и сегодня, это не всем дано прожить. И еще я называю, я тоже об этом говорил, что это одна из мужественных профессий. Вот здесь слабые не выдержат. То есть надо быть очень мужественным. Это требует, во-первых, очень точные установки в себе. Выдержать все, забыть о самолюбии. Только добиваться, ну, я имею в виду, каким-то честным путем. Иногда нечестным тоже, я думаю, можно добиваться, если ты сможешь осилить его. В общем, маленький, да здравствует театр. Огромное спасибо, наверное, сегодня для нашей страны, культурной жизни нашей страны, для нас историческое событие, потому что Роберт Робертович сегодня вообще впервые в городе Алматы. Конечно же, руководство театра, Асаган, мы все попросили, чтобы он здесь оставил, потому что Роберт Робертович в основном в России ставил, и в других вот прибалтийских странах, и в Европе, но вот в Центральной Азии, Казахстан, у человека не было времени, вот, сказали, очень, ну, это очень актуальное время. Поэтому мы официально еще раз хотим вас пригласить. Вот ваш коллега Имунтас Некрешус согласился. Сейчас идет процесс переговоров. Когда он приезжает в октябрь, сентябрь, в конце августа, это как будет загребание. Да, нам хотелось, и вы приехали, вот что-то оставить, конечно, вот наше гастрольное турне вашего театра будет, это здорово. Сейчас вот, озвучил директор театра в этом году юбилей Роберта Робертовича. И мы летом, вот второй раз, это будет, наверное, традиционно, потому что и Акимат, и Министерство, в первую очередь, как бы поддерживают второй. Некоторые упрекают, почему вы называете всемирно, но у нас всемирно называется, мы такие регистрируем. Второй всемирный театральный фестиваль Астана. В этом году вот как раз театр имени Шутурос-Севили участвует со спектаклем по Брехту «Узаконное и беззаконие». Художественный руководитель нашего фестиваля Асан Агашимов, арт-директор я, и, конечно, ваши коллеги будут там, театр Моне Фортес со спектаклем, я забыл название, Некрешус будет выступать, театр Варшава под руководством Джего Жежина, его спектаклем, театр из Германии Шобене, там Остермайер выступает в этом году, китайский художественный театр выступает, из Москвы, скорее всего, будет Сатирикон, и из России еще МДК. Сейчас мы планируем, какой спектакль будет. Вот с Японией сейчас он, Тадаши Сузуки еще не дал. Успеет или не успеет, у них как раз 2 спектакля. Вот такие, от Казахстана 2 спектакля. В этом году количество участников будет 10 сегодня. Поэтому мы не прощаемся с вами, мы встречаемся июнь месяц в городе Астане. И затем уже в сентябре или в октябре здесь, в Алматы. Роберт Робертович – это на самом деле визитная карточка, паспорт в Грузии. Поэтому давайте по казахскому обычаю мы хотим памятные подарки, в том числе чапан. Harbi
Со дня образования казахского ханства 550-летия. Здесь вот Абу-Таир хан. Я думаю, мне паспорт дадут казахстанский. Я думал, виски дают. Нет, виски будет завтра. Вы на нас очень сильно похожи. Ас как переводится? Ас, Ну, что я могу сказать, добавить? В вашем прекрасном городе я был 40 лет назад и несколько раз был до того. Город очень изменился, очень стал краше. И то, что вот мы сегодня здесь, у вас с выдающимся для нас близким другом, вашим ветром, для нас это большое счастье. Я добавил бы, вот Асхаб сказал, что мы начинаем, так сказать, продолжаем, точнее, ту дружбу, которую имеют наши народы. И вот ваш театр и наш театр. Начнем с того, что или вы приедете первыми к нам, или мы приедем первыми к вам. Я думаю, что гастроли это то, что для каждого театра, для режиссера, для актера, для всех работников театра это огромное счастье. Я хочу, чтобы это счастье вас всегда сопровождало в вашей жизни. И у вас на сцене, и в других театрах. Спасибо, что Спасибо гостям. Это такой знаменательный день сегодня, исторический. Это мы будем писать свои дневники, как называется у нас, театральные книги, там запечатлим, остается это история. Я всегда горжусь своими друзьями и грузинами, кинематографистами. Даже первый показ «Конец атамана» это в Грузии был. Первый. Здесь пока не показывали. Первый показ премьера был в Грузии. Это последний момент Шакира Иманова. Через неделю он в Москве погиб. Туда выехал он на пленум, там в Алмату. И здесь услышали, что его вот так. Но там так мы гуляли, так мы с удовольствием смотрели спектакли. Так что наша дружба должна быть. Просто это нам грех, если это мы не сделали. Театральное общение, актерское общение. Если наши актеры будут в Грузии гастролировать 10 дней, они получат много. Я знаю, у нас чувствительный народ. Народ простой, чувствительный, добрый. Самое главное, добрый. Похожие на грузинский. Спасибо вам за посещение. Очень даже. Счастливого вам отъезда, счастливого, что вы приехали в свою семью. Этого я желаю вам, как старший. А за них